В эти дни Святая Церковь призывает нас вознести ум и сердце к тем, кто незримо стоит рядом с нами от первого мгновения творения. Сегодня мы чтим собор архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных, праздник, в котором слышится отзвук вечности, свет ангельского сияния, строгость правды и тихое дыхание Божие. Ангелы – первые свидетели замысла Творца. Они чистые, умные существа, исполненные послушания и пламенеющие любви к Богу. Они невидимы, но непрестанно действуют и в мире, направляют, охраняют, укрепляют и просвещают. Несут волю Божию так же точно, как свет падает на зеркало, без искажений, без промедления. Впереди этого воинства стоит архистратиг Божий Михаил, великий защитник, тот, кто первым восстал против тьмы, кто возгласил «Кто яко Бог?». Его клич стал началом великой битвы, но еще больше напоминанием каждому человеку об истинном порядке мира. Бог выше всего, и только под Его светом может стоять все сотворенное. И сегодня, когда мы совершаем память Ангельского собора, мы не просто вспоминаем древние события. Мы снова и снова открываем глаза на присутствие небесного мира рядом с нами, на каждый тихий голос совести, на каждую неожиданную помощь, на ту невидимую, но твердую руку, что удерживает нас от падения. Ангелы – не символ, не образ, не небесная поэзия, они реальность духовного мира, столь же прочная, как камень, и столь же светлая, как утренний рассвет. И каждый человек, крещенный во имя Христово, имеет своего ангела-хранителя, друга, ходатая, спутника на пути спасения. Сегодня мы просим небесные силы укрепить нас в борьбе с невидимыми врагами, научить нас послушанию Богу, которому они служат без устали, дать нам сердце чистое, чтобы и мы могли вместить свет Божий и быть рядом в час испытаний, когда человеческих сил не хватает. Празднуя этот день, мы как будто поднимаем взор над землей, напоминаем себе, мир не только то, что видят глаза. Мир – это еще и тихий ангельский хор, и победная сила архистратига Михаила, и присутствие Божие, которое никогда не оставляет человека. Пусть же ангел Божий Михаил и все небесные силы будут нам наступлением, наставлением и вдохновением, чтобы жизнь наша становилась светлой, как их служение, и храброй, как их верность Богу.